Тополя вдоль проспекта Чингиза Айтматова стоят уже более полувека. Многие из них начали гнить изнутри, что создает опасность для горожан и транспорта. Мэрия обсудила данную ситуацию вместе с представителями Ботанического сада и Института леса при Академии наук. Принято решение спилить эти тополя до конца года и подготовить место для посадки новых видов деревьев. Всего по проспекту Айтматова есть 1400 тополей. Первым этапом планируется спилить 200 тополей. В рамках исследования был установлен нормативный предельный срок жизни дерева – 40-45 лет. Эти тополя были посажены в 70-х годах. Срок истек, они опасны. Во-вторых, они неустойчивы. Мы должны начать работу. По словам специалистов Института леса и Ботанического сада, подобная картина наблюдается во многих местах столицы. Если средняя продолжительность деревьев составляет от 50 до 100 лет, то в городских условиях их жизнь уменьшается почти в 2 раза. Их возраст уже 55-60 лет. Они уже теряют свою защитную функцию, потеряли, уже не может дальше жить. Они сколько сделали возможность, что проводили омолаживающую обрезку, но они не дают уже дальнейшем омолаживания. Требуется замена. А что вместо них? Вместо этих можно посадить не такой вот однопородный, но надо смешанный. Березу, липу, один ряд. Не надо сажать одновозрастной, однопородный деревьев. Потому что они через какое-то время такое же будет. Тополя сейчас уже изживают свой век. Все, их надо убирать и сажать новые растения. Эти тополя были посажены по предложению Бориса Ивановича Бердникова. Он когда-то был главным инженером. Вот с тех пор они и растут, эти тополя. Но время уходит, надо уже менять. Потому что они потеряли, видите, суховержину. Вон ветки падают. На дорогу перекрывают. Также в планах мэрии построить вдоль проспекта беговую и велосипедную дорожки. Специалисты уже разработали проект благоустройства территории вдоль проспекта. Кроме этого, здесь заменят уличные фонари и установят скамейки для отдыха горожан. Проектом предлагается организация обособленной велосипедной дорожки. Ширина ее составит 2,5 метра. То есть это будет двустороннее направление движения. Существующие совмещенные тротуары с велосипедной полосой, мы предлагаем велосипедную полосу преобразовать в беговую дорожку. И в целом по западной стороне проспекта Айтматова предлагается велосипедная дорожка общей протяженностью 2 километра и по восточной стороне 1,5 километра. Также градоначальник опроверг слухи о том, что мэрия будет зарабатывать на продаже срубленных деревьев. Все стволы перевезут на склады с последующей передачей малоимущим семьям. Кроме этого, Джумшалиев отметил, что Бишкеку нужно сохранить статус зеленого города, увеличивая количество зеленых насаждений. Эрмек Уренкеев, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.